Чарговы кадровы скразняк прадзьмуў па калідорах улады. Горадні Азот узначаліў Ігар Ляшенка, уже гэта мы абмеркавалі ў студыі. У берасці новым губернатарам стаў Юрый Шулейка, раней быў памочнікам Лукашэнкі па Гомельскай вобласці. Васіль Герасімаў узначаліў камітэт дзяржкантролю, а Александр Вальфовіч прызначаны дзяржсакратаром Савета бяспекі Беларусі. Кірыл Казакоў стаў кіраўніком канала СТВ. Які сэнс у гэтых перастаноўках? Усё гэта мы абмяркуем з Александром Бласкавіцкім, былым працаўніком адміністрацыі прэзідэнта. Добрый вечар, спадар Александр. Добрый вечер. Ці вас здзівілі сённяшнія перастаноўкі, якія выканаў Александр Лукашенко? І якія яны маюць сэнс? Вы не поверите, но немножко удивили. Давно уже со времен Бурбонов говорят, что революция их ничему не научила. Лукашенко она научила еще меньше. Он решил вернуться к прежнему стилю кадровых перетрусов и производит их в прежнем стиле. Он думает, что если он будет вести себя как раньше, так и все остальное станет как раньше. Это, как учил нас товарищ Карл Маркс, все равно, что выходить с зонтиком на улицу в надежде, что пойдет дождь от этого. Ну, мы разумеем, што, канешне ж, дождж ад самага парасона не пойдзе. Тым часам тады запытаю інакш. Што хацеў паказаць Александр Лукашенко, робячы гэтыя перастаноўкі? Бо так з вашага адказу выглядае на тое, што гэта быў такі піар-крок, так? Проста паказаць, што Лукашенко штосьці яшчэ можа. Я думаю, что показать было не главной его задачей. Главной его задачей было вернуться к любимому стилю жизни, когда можно время от времени собирать каких-то людей, мало ему знакомых, и делать вид, что он в этом государстве все кадры назначает. Буквально днем и ночью старается для народа, чтобы у него были хорошие руководители. Но судя по тому, как это сегодня происходило, когда он высшим должностным лицам, в первую очередь госсекретарю Совбеза, рассказывал, что вы, наверное, системный и знающий человек. Но говорил это не потому, что знает этого человека, Александра Григорьевича II, а потому, что тот работал в Генштабе. Из этого Лукашенко и сделал вывод, что это хороший кадр. Это ли не доказательство того, как на самом деле проводится кадровая политика? Но Лукашенко нравится вот так вот очень часто появляться и делать вид, что он в этом государстве очень хорошо занимается кадровой работой. Ну, фактычна, тое, што адбылося сёння, гэта былі кадравыя перастаноўкі. Проста адныя фігуры перасунулі там на нейкія іншыя пазіцыі, але сума-сумарум нічога не змянілася. Ці азначае гэта, што Александр Лукашенко адчувае кадравы голад, што не хапае рэальна людзей, якія былі бы гатовыя заняць нейкія адказныя пазіцыі ў Беларусі? Я уже отвечал сегодня на этот вопрос, поэтому повторюсь. Кадровый голод бывает у того, кто на самом деле реально напряженно занимается работой. Ему действительно нужны высокопоставленные специалисты самого высокого уровня. Тот же, кто имитирует работу по всем направлениям, ни в каких кадрах не нуждается. И в данном случае, заметьте, и должность госсекретаря, и должность председателя комитета госконтроля, и должность всех остальных лиц, сегодня назначенных или согласованных, пустовали достаточно долго, и никто в нашем государстве даже не заметил, что эти должности пустуют. Это ли не доказательство того, что на самом деле эти кадры и не нужны никому? А раз нет нужды в кадрах, то какой тем более может быть кадровый голод? Што гэта кажа пра стан нашай дзяржавы? Тое, што доўгі час пэўныя пасады могуць быць нават пустымі і на нішто гэта не ўплывае. Вось які дыягназ можна паставіць нашай краіне праз гэта? Я думаю, что на сегодняшний день как никогда ярко видно, что вся наше государство все больше и больше последние годы особенно превращалось в имитационное. И сейчас, когда мы столкнулись с серьезными проблемами, с одной стороны, дотационная экономика исчерпала свои резервы и вот-вот сдуется от того, что дотаций больше не поступает, по крайней мере, в жизненно необходимых ей размерах. Наша государственная система превратилась в какую-то систему
полной безответственности. И в это время, когда на самом деле нужно решать важные, серьезные проблемы, вот этот имитационный характер правления, который демонстрирует Лукашенко с самого начала, и который в самом начале был заметен очень умным людям, к сожалению, не мне. Я, к сожалению, достаточно долго заблуждался и думал, что Лукашенко реально чем-то там руководит. Так вот, на сегодняшний день вот этот имитационный характер управления как никогда пагубен для нашего государства. И чем раньше все, кто в этой системе находится, и прежде всего Лукашенко, поймет, насколько вредно заниматься имитацией вместо реальной работы, тем лучше. Но, к сожалению, надеяться, что они поймут, не приходится. Поэтому приходится ждать, что наш народ, показавший достаточную способность к самоорганизации, достаточно быстро воспитает и лидеров, которые этот народ поведут в нормальное светлое будущее, преодолевая реальные проблемы, а не надуманные всякие проблемы создания типа народного собрания. Мгм. Спадарэ Александр, а вось на вашу думку, ці хтосьці з тых людзей, якіх сёння Александр Лукашенко прызначыў, мог бы шчыра сказаць Александру Лукашэнке: Александр Григорович, вось вы не правы, давайце штосьці зменім, вось ці хтосьці з іх быў бы здольны наважыцца на вось такое адкрытае, ну не то што не падпарадкаванне, але прынамсі шчырасць у дадзенай сітуацыі. Я думаю, что государственные чиновники, особенно нынешней генерации, достаточно хорошо усвоили принцип. Не говори ему ничего, а потом иди и делай, что считаешь правильным. Другой вопрос, что когда на сегодняшний день профессиональные качества совсем не ценятся, а ценятся качества вроде преданности, то эти люди, скорее всего, пойдя и начав поступать по этому принципу «делай, что считаешь нужным», к сожалению, будут считать нужным что-нибудь такое, что является игрой в бирюльки, а не на самом деле госуправлением. Спадар Александр, дзякую вам. На жаль, гэты дыягназ сумны і ну, шчыры, праўдзівы. Вось. Вельмі спадзяемся на тое, што ўсё ж такі калісьці наша дзяржава будзе кіравацца тымі людзьмі, якія не будуць імітаваць працэс, а рэальна пачнуць займацца тым, што патрэбна. Дзякую вам вялікі По за крайней размову. мере, к этому все идет семимильными шагами. Поэтому со своей стороны смею вас заверить, что мы достаточно быстро придем к тому, что нужно. Другое дело, что это будет, конечно, трудно, и еще самые большие неприятности ждут нас впереди, к сожалению. Но, надеюсь, они будут не очень долгими. Ну, Спасибо и вам за внимание. Дзякуй вялікі. Мы таксама разумеем, што без цяжкасцяў немагчыма нешта змяніць. З намі на сувязі быў Александр Пласкавіцкі, былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта. Дзякую вам вялікі за каментар.